Dari ahli forensik hingga ahli drone dan peperangan elektronik, beginilah kisah seorang pejuang Manticore dengan sebutan Griff. Dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 2 Agustus 2024, seorang prajurit dari Batalion Pengintai Manticore dengan tanda panggil Griff itu menceritakan kisah menakjubkan tentang transformasi dari seorang ahli forensik dalam studi mayat menjadi ahli dalam menyesuaikan peperangan elektronik dan drone, serta bagaimana patriotisme memaksanya untuk melakukannya 2 kali melarikan diri ke distrik militer utara. Dalam wawancaranya, prajurit tersebut menggambarkan kehidupan di garis depan, menekankan pentingnya pelatihan teknis dan gotong royong di antara prajurit. Kisah Griff adalah contoh bagaimana cinta terhadap Rusia dan keinginan untuk berguna dapat mengubah hidup secara radikal, mengubah seorang spesialis sipil menjadi seorang profesional militer sejati. Здравствуйте, мой позывной Гриф. Это мой второй уже контракт на СВО. Третий месяц уже здесь нахожусь. И в 2022 году 3 месяца был еще один контракт в начале СВО. Год провел на гражданке, обычная жизнь, но эгоизм, патриотизм делал свое, и я вернулся. Сейчас я здесь. Занимаюсь я разными вещами. Спектр оказался широкий. В основном электроника, все, что связано с ней. Сейчас это актуально. Дроны, БПЛА, РЭП, все сопутствующее. Большой спектр, просто большой спектр. Я работаю, до сих пор частично по областному бюро судмедэкспертизы, по отделе исследования трупов. Это как? Да, ничего общего, конечно, сейчас не имеет с моей деятельностью, но главное, я здесь приношу пользу, и даром свой хлеб ем. Полноценная семья. Полноценная семья? Да, конечно. Как они относятся к тому? Сбежал. Я его второй раз опять сбежал. Оставил записку, извинился уже и убежал. Паразит. Паразит. Когда ты семье нужен, это тяжело вырваться. Это через недельку уже можно было выйти на связь, чтобы уже без слез, там речь уже проскальзывала какая-то. Мы потихонечку смирились. Все-таки это уже второй мой побег на контракт. Первый контракт я поехал, и следом брат поехал, младший. Двое братьев всего, и вот вернулись с первого контракта, он пока там на гражданке работает, тоже в судмедэкспертизе. Я не сдержался и опять уехал на второй контракт сюда. Быт солдатский, вот с момента начала СВО вот это все сильно наладилось, прям наладилось. Все в лучшую сторону. Намного проще сейчас служить, чем, конечно, в начале, когда все неразбериха была, все это. Сейчас все упорядоченнее. Уже какие-то там, не знаю, перспективы даже на короткий промежуток времени можно строить. У меня свой дом. И за домом расстраивать дом, семью дальше развивать. Хобби. Хобби у меня не такое немножко, там более гражданское, не по работе. Мне нравится электроника, все это. Лет с 14 телевизоры ремонтировал, все это интуитивно, книжки почитал, там, Дима Электроник, тогда всякие вот такие вещи. То есть постепенно до этого рос, чтобы сейчас вот такими навыками обладать, хоть и не феноменальными. Но даже, вот в этом я намного полезнее, допустим, для армии, чем обычный мой вуз пулеметчик. Увидели потенциал, откликнулись, всячески помогали. И до сих пор помогают и поддерживают командование, командиры, все
Я так думаю, что не жалеют. Эти новости посматриваю, интересно, конечно, что там происходит, как. От тебя, конечно, ничего не зависит, ты такой маленький винтик в этой системе, но в целом наблюдать, конечно, интересно. Ну, я почему-то уверен, что к концу года острая фаза закончится. Ну, такая вот прям огненная, да? Привет, семье, коллегам по работе. Но немножко, да, там медицинские работники все, они первый раз не особо поняли, ты куда рвешься, как бы, а у меня, то есть, по гражданке, там, и по стрельбе медальки, там, ну, такое, как бы, я чуть-чуть уже заранее был подготовлен. Из дисциплины порядок, то есть, избежал. Ну, и сейчас, как бы, тоже я скрывал, часто там спрашивал руководство на работе, больше не собираешься, ну, любые новости какие-нибудь резонансные по телевизору увидят. Скрывал, потому что доложат семье, семья опять спрячет документы, и побег не состоится. Ну, семья, конечно, переживает, они все в порядке, регулярно пытаюсь писать, успокаивать, обнадеживать. Все будет хорошо. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.